что ко мне присоединились выдающиеся докладчики, помощник генерального секретаря госпожа Ильзе Бранц-Керрис по правам человека, постоянный представитель президента Украины в Крыму господин Антон Корнеевич, слева от меня, председатель Межлиса крымского татарского народа господин Рифат Чубаров и глава крымской правозащитной группы госпожа Ольга Скрипник. Я хочу поблагодарить их за то, что они присоединились к нашим обсуждениям сегодня. Приехали из региона, а также приветствую тех, кто заинтересован в том, что происходит. Также хочу поблагодарить соорганизаторов этого мероприятия: Бельгию, Францию, Германию, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты и Украину. И для начала хочу высказать некоторые замечания в национальном качестве. В этом месяце, марте, 6 лет с момента проведенного подложного референдума в Крыму, после чего произошла незаконная аннексия полуострова через 2 дня. Эти действия являются прямым вызовом международной безопасности в Европе и имеют серьезные последствия для порядка, который основан на соблюдении территориальной целостности, суверенности и нерушимости границ. Действия России в Крыму являются частью более широкой кампании Кремля по дестабилизации Украины. Мы обеспокоены положением в области прав человека в Крыму. По этой причине мы и собрались сегодня здесь. По данным сообщениям правозащитников, положение в Крыму продолжает ухудшаться. Это имеет разрушительное воздействие на всех жителей полуострова, в особенности на тех, кто отказывается признать оккупацию и стремится сохранить их родной язык, религиозную и культурную самобытность. С момента начала оккупации полуострова Россия радикально сократила свободу собрания, слова, ассоциации, доступа к информации и конфессий. Крымские татары являются коренным народом полуострова. Они активно осуждали оккупационные правления и ввиду их открытой проукраинской позиции они регулярно подвергались преследованиям со стороны оккупирующих властей и военных групп, контролируемых Россией. Мы сожалеем, что в 2016 году так называемый Верховный суд Крыма объявил Межлис историческим самоуправляющим органом крымских татар, экстремистской организацией, и запретил ее. На сегодняшний день права Межлиса не были восстановлены, и Российская Федерация продолжает просто игнорировать указ Международного суда 2017 года, который требует восстановить Межлис. Члены религиозных общин, в особенности мусульмане, крымские татары, стали мишенью для незаконного преследования, незаконных обысков, а также допросов, задержания и принудительных исчезновений как часть кампании запугивания и преследования. Неправительственные организации, которые независимо ведут мониторинг ситуации, подтверждают, что Россия сохраняет и создает искусственные барьеры на полуострове против деятельности любых конфессиональных общин, отличающихся от признанных основных конфессий. Так называемые нетрадиционные религиозные меньшинства подвергаются штрафам, задержаниям, им вменяются уголовные обвинения по предлогам борьбы с экстремизмом. И выводы УВКПЧ доказывают это. Мы призываем Россию обратить вспять эти действия, положить конец подавлению сообщества крымских татар. Также мы обеспокоены последними данными, представленными в докладе Генерального секретаря, который демонстрирует, что Российская Федерация
поселила 140 тысяч русских граждан на территории оккупированного Крыма. Фактическая цифра может быть выше, так как данные были взяты из российской статистики. Приблизительно 50 тысяч крымских татар бежали с полуострова за период начала оккупации, но реальные цифры могут быть вдвое выше. Кроме этого, Российская Федерация навязывает гражданство на всех жителей Крыма, создавая такие условия, которые затрудняют проживание в Крыму без гражданства. Таким образом, Россия изменяет демографический состав оккупированного Крыма, нарушая международное право, которое не позволяет оккупирующей державе намеренно изменять этнический состав затронутых территорий. С момента оккупации полуострова Россия расширила военное присутствие самым массивным масштабом. Российские власти также ведут принудительную воинскую повинность среди жителей оккупированного Крыма, которые служат в российских вооруженных силах. По данным, 18 тысяч человек были призваны на воинскую службу с начала оккупации полуострова. По данным Human Rights Watch, 85% мужчин были призваны из Крыма на службу прошлой весной, которые затем были направлены на службу в Российской Федерации. В рамках 4-й Женевской конвенции, в которой Россия является участником, оккупирующая держава не может заставлять жителей оккупированной территории служить в своих вооруженных и вспомогательных силах. Поэтому Россия должна остановить воинскую повинность жителей Крыма и полностью соблюдать свои обязательства по Женевским конвенциям. Мы, международное сообщество, должны стать свидетелями нарушений прав человека, осуществляемых Россией в оккупированном Крыму. Мы призываем российские власти предоставить немедленный беспрепятственный доступ на полуостров независимым международным организациям и механизмам, которые могут вести мониторинг положения в области прав человека на местах. Мы выражаем неотступную поддержку суверенности, территориальной целостности, единства и независимости Украины внутри международно признанных границ и призываем Россию поступить так же. Ваше превосходительство, дамы и господа, позвольте мне отметить, как мы будем работать на сегодняшнем заседании. Сначала мы могли бы услышать оценки о положении в области прав человека в Крыму со стороны 4 докладчиков. После этого мы заслушаем заявление от членов Совета Безопасности. После того, как они выступят, другие государства получат возможность взять слово. Они должны будут нажать на микрофон, на кнопку на консоли, чтобы получить слово. Призываю всех ограничить свое выступление регламентом в 5 минут. Также хочу отметить, что до 12 часов предоставляется устный синхронный перевод. Если нам придется продолжить заседание после 12 часов дня, то оно будет проходить без синхронного перевода. После того, как прозвучат все заявления, нашим докладчикам будет предоставлена возможность ответить на заданные вопросы или ваши комментарии. И, наконец, соавторы мероприятия Германия и Франция выступят с заключительным словом. И сейчас без промедления предоставляю слово ПГС по правам человека и главу ВКПЧ в Нью-Йорке, госпожа Ильзи Брайс Керрис. Напоминаю, что в 11 ей надо будет покинуть заседание, а до 11 она с нами будет присутствовать, ее затем заменит коллега, и этот коллега останется до конца заседания. Итак, спасибо за то, что присутствуете, вам слово. Благодарю вас, господин председатель. Ваше превосходительство, дамы и господа, я благодарю за предоставленную возможность проинформировать вас о положении с правами человека в Автономной Республике Крым и в городе Севастополе, Украина. ВКПЧ отслеживает ситуацию с правами человека, сообщает о ней и выступает в защиту прав человека в Крыму с марта 2014 года на основе резолюции ООН, включая резолюцию Генассамблеи 68/262, в которой подтверждается территориальная целостность Украины в рамках международно признанных границ. Как поясняет генеральный секретарь в докладе А-74/276, несмотря на свои усилия, УВКПЧ не получила безусловного доступа в Крым от Российской Федерации в соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи. Соответственно, наша
Миссия по мониторингу за правами человека на Украине проводит мониторинг за правами человека удаленно. На систематической основе проводят прямые собеседования с жертвами и свидетелями предполагаемых нарушений прав человека и злоупотреблений в Крыму, встречаются с другими заинтересованными сторонами, ездят к административной пограничной линии с Крымом, занимается сбором и анализом информации, доступной из открытых источников, и также оценивает законодательство Украины и Российской Федерации на положение с правами человека в Крыму. Удаленный мониторинг – это стандартная практика УВКПЧ в ситуациях, когда нет возможности получить прямой доступ. Ваше превосходительство, с 2014 года УВКПЧ задокументировало достоверные заявления о нарушениях прав человека, такие как произвольные задержания и принудительные исчезновения 43 человек, из них 39 мужчин и 4 женщины, включая проукраинских активистов, сотрудников крымско-татарских учреждений и журналистов. Большинство из них были задержаны, лишены связи и позднее освобождены. Большинство случаев, 28, были зафиксированы в 2014 году. Предположительно, они были связаны с полувоенным образованием «Крымская самооборона». Одним из них был проукраинский крымско-татарский активист, который был найден мертвым спустя 12 дней после задержания. В последние годы увеличивается число таких случаев, число таких случаев сокращается, однако чаще сообщают об участии ФСБ Российской Федерации. 2 человека по-прежнему за решеткой, 11 считаются пропавшими. УВКПЧ неоднократно призывала к проведению эффективного, а значит оперативного, тщательного, беспристрастного и независимого расследования всех случаев исчезновения и гибели активиста. УВКПЧ получила информацию о предположительных пытках и жестоком обращении со стороны российских сил безопасности и полиции в Крыму в отношении лиц, которые были лишены свободы до и после их поступления в места задержания. Однако, несмотря на сообщения о том, что некоторые расследования уже начались, управление пока не получило информации о каком-либо следствии и любых других мероприятиях для наказания виновных в таких деяниях. УВКПЧ документирует случаи ограничения основных свобод в Крыму, в частности, свободы выражения, включая угрозы уголовного преследования по обвинению в широко определяемом экстремизме. И на основании нового закона Российской Федерации, который вводит уголовную ответственность за оскорбление в отношении государственных властей и распространение ложной информации государственной важности. Были получены жалобы от журналистов в Крыму относительно вмешательства в их профессиональную деятельность со стороны правоохранительных органов Российской Федерации, что ведет к самоцензуре. Некоторые журналисты в настоящее время столкнулись с запретом на въезд в Крым для того, чтобы вести свою профессиональную деятельность. Кроме того, в 2016 году Меджлис был объявлен экстремистской организацией, судебным органом в Крыму, назначенным властями Российской Федерации, а деятельность Меджлиса объявлена вне закона. Несмотря на то, что 19 апреля 2017 года был опубликован указ Международного суда, Меджлис остается запрещенной организацией в Крыму, а его члены сталкиваются с угрозой административных или уголовных санкций. Помимо ограничений на права самоопределения, другие права, связанные с самобытностью, сокращаются. Доступ к образованию на крымско-татарском языке или изучению этого языка остается проблематичным, а образование на украинском языке в значительной степени сократилось с 2014 года. УВКПЧ также документирует случаи нарушения при отправлении правосудия в Крыму, включая права на справедливый судебный процесс. Как было доведено до сведения УВКПЧ, Российская Федерация не признает своих обязательств по МГП в соответствии со своим статусом в качестве оккупирующей державы в Крыму, что прописано в резолюции Генеральной Ассамблеи. В обход международного гуманитарного права уголовное законодательство Российской Федерации применяется в Крыму, и это негативно сказывается на тех лицах, которые принадлежат к различным религиозным организациям или сочувствуют им, если эти организации запрещены по российскому законодательству. То же самое распространяется на проукраинских активистов и критиков крымской оккупации.
У ВКПЧ известно, что некоторые заключенные из Крыма, в том числе задержанные до оккупации, были незаконно переведены в различные пенитенциарные учреждения на территории Российской Федерации. Несмотря на запрет по международному гуманитарному праву принуждать защищаемых лиц служить в вооруженных силах оккупирующей державы, мужчины, жители Крыма, были вынуждены поступать на службу в вооруженные силы Российской Федерации. С 2015 года не менее 21 тысячи мужчин, жителей Крыма, были призваны в вооруженные силы РФ. Ряд из них были переведены на военные базы в Российской Федерации, а не желающие служить под угрозой уголовного преследования за уклонение от призыва. Наказание 2 года в тюрьме. В завершение я хочу проинформировать вас о том, что, несмотря на продолжающуюся оккупацию, правительство Украины выполняет обязательства по международному праву относительно использования всех правовых и дипломатических способов для того, чтобы обеспечивать условия на материке для содействия выполнению экономических и социальных прав ВПЛ из Крыма и жителей Крыма. В частности, ВКПЧ встревожена выполнением гражданских, экономических, социальных прав, включая, как сказано в докладе генерального секретаря, свободы перемещения с Крыма на другие части Украины и законодательством, ограничивающим доступ для иностранных журналистов, правозащитников, международных миссий по мониторингу за правами человека, правозащитников, относящихся к различным гражданским организациям в Крыму, и доступ для нынешних и бывших жителей Крыма к государственным услугам, которые предлагаются жителям других частей Украины, включая банковские, по выпуску документов, социальному обеспечению и регистрации актов гражданского состояния. Такие и другие права человека и вопросы МГП были подробно описаны в докладе генерального секретаря 74-276, который представлен в прошлом году на основании резолюции 73-263 и в ряде докладов о ВКПЧ. В данной связи напоминаю о том, что в декабре Генассамблея в резолюции 74-168 о положении с правами человека в Автономной Республике Крым и в городе Севастополе, Украина, просят генерального секретаря отчитаться на 75-й сессии о ходе работы по выполнению резолюции, включая варианты и рекомендации по улучшению выполнения резолюции, а также просят представить промежуточный доклад Совету по правам человека на 44-й сессии, которая состоится в июне этого года. Благодарю вас. Я благодарю ПГС госпожу Ильсе Бранскериса за всеохватный обзор, а сейчас слово господину Антону Короневичу, постоянному представителю президента Украины в Крыму для выступления. Спасибо, господин председатель, ваше превосходительство, дамы и господа. Прежде всего, благодарю соорганизаторов этого мероприятия, так как важно проводить его именно в рамках Совета безопасности. Он сейчас, когда мы отмечаем 6-летнюю годовщину оккупации Автономной Республики Крым, города Севастополь, Украина, Российской Федерации. Сегодня мы поговорим о нарушении прав человека в Крыму и что делает украинское правительство, чтобы укрепить связи с нашими временно оккупированными территориями, гражданами, проживая там. Что касается нарушений прав человека, это системное преследование проукраинских активистов и крымских татар. Все это приводит к произвольным задержаниям наших граждан за то, что они демонстрируют проукраинскую позицию, затем превращаются в политических заключенных, им вменяется экстремизм, терроризм и вину. Сейчас 116 украинских граждан являются политическими заключенными, задержанными оккупирующей державой. В основном это крымские татары, Сервер Мустафаев, Сейран Салиев, Эмир Хусейн Куку, Владимир Дудко, Алексей Бесабаров и многие другие украинские граждане все еще находятся в тюрьмах России, при этом не совершив преступления. И серьезное нарушение также связано с принудительной воинской повинностью оккупирующей державой. Это началось в 2015 году весной, и около 20 тысяч украинских жителей из оккупированного Крыма были принудительно призваны на службу в
российских вооруженных силах. Такой призыв на службу в вооруженных силах оккупирующей державы является нарушением международного гуманитарного права, международного уголовного права. Милитаризация также касается образовательного процесса на оккупированной территории Крыма. Ведется военная подготовка молодежи в юнармии, казацкие школы, казахские классы. Наших крымских детей учат биться и воевать. Образовательный процесс во время на оккупированном Крыму имеет и другое проблемное измерение. Это стирание российскими оккупирующими державами украинского и крымско-татарского самобытности. В частности, это языка и лишение украинского языка, как языка обучения. Так они пытаются полностью стереть украинское, крымское, татарское национальную культурную самобытность молодежи и детей как граждан Украины. Оккупирующая держава также постоянно переводит граждан Российской Федерации на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым для того, чтобы намеренно изменить демографическую карту населения Украины. Такое поведение также является военным преступлением по МГП и международному уголовному праву. Совместно с тем, что прибывают российские граждане на территорию Крыма, российские власти создают условия для активистов проукраинских в Крыму, такие, что они вынуждены покидать территорию. Принудительное гражданство на временно оккупированной территории Крыма может считаться как новая форма смешанной агрессии, так как может рассматриваться оккупирующей державой как инструмент, дающий права украинским гражданам, проживающим в Крыму. Украинская православная церковь является одной из конфессий в Крыму, которая сталкивается с особо трудной ситуацией после временной оккупации Крыма. Эта церковь была выведена вне закона. До оккупации 49 приходов Крымской епархии Украинской православной церкви существовали, включая 25 церквей и 20 служителей церкви на полуострове. Сейчас все верующие подвергались преследованиям, злоупотреблениям. Воскресные школы были закрыты. Крымской епархией руководил архиепископ Климент. При этом оккупирующая держава навязывает свою власть в храме основном, который принадлежал Крымской епархии. Также действуют мусульманские организации и свидетели Иеговы, которые также сталкиваются с проблемами. Юристы сталкиваются с проблемами в Крыму, в особенности те, которые защищают права заключенных. Часто юристы — это единственный источник информации, чтобы понять о том, что происходит в Крыму. А оккупирующая держава хочет заблокировать их возможностью высказываться. Правозащитники и члены солидарности групп украинских также подвергаются преследованиям. Север Мустафаев сейчас находится в российской тюрьме, при этом не совершив никакого преступления. В целом в Крыму имеется большое количество нарушений международного гуманитарного права, верховенства права. Все это осуществляется представителями оккупирующей державы, и любому могут быть предъявлены обвинения в терроризме и экстремизме без справедливого разбирательства. Что же делает украинское правительство в настоящий момент, чтобы сохранить связь с Крымом? Мы предоставляем беспрепятственный доступ к административным услугам для граждан Крыма на территории, контролируемой правительством Украины. И в основном услуги запрашиваются в регионе Херсон, и 70% обращаются за обменом украинских паспортов и регистрацией. Граждане Украины также получили идентификационные удостоверения личности и в других регионах. Институты здравоохранения государства предоставляют госпитализацию, медицинскую регистрацию, диагностику и вакцинацию всем ВПЛ из Крыма. Также гарантируется доступ детям к образовательным программам по специальной программе «Крым-Украина». Также предоставляется возможность записи детей в детские сады и начальные школы на территории
которые контролируются правительством Украины. Предоставляется временное жилье в ВПЛ. Их социальные потребности являются приоритетом для Украины до тех пор, пока будет сохраняться оккупация Крыма. А также мы действуем при поддержке Турции. Целый ряд ВПЛ из Крыма, из города Севастополя, это около 45 тысяч человек. Однако эта цифра может быть выше, если также учесть лиц, которые переехали из Крыма и не получили официальный статус ВПЛ. С ноября по декабрь 2019 года были улучшены линии пересечения границы, достроены КПП Каланчак и Чонхар. Также были построены объекты для нахождения там офицеров службы безопасности для того, чтобы они могли обеспечить проход людей. Там же были установлены санитарные, гигиенические объекты и помещения. Мы стремимся укрепить связи с жителями Крыма, чтобы на Украине они чувствовали себя как дома. 26 февраля 2020 года президент Украины подписал указ о создании Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь. И отныне 26 февраля будет отмечаться как такой день каждый год. А также 26 февраля 2014 года это день самого крупного заседания проукраинцев в Симферополе рядом с Верховным судом Автономной Республики Крым под руководством крымских татар и проукраинских активистов. Мы всегда будем оказывать сопротивление оккупации. Я благодарю Антона Корыневича за презентацию. А сейчас слово предоставляется господину Рифату Чубару, председателю Меджлиса крымско-татарского народа. Уважаемый господин председатель, уважаемые дамы и господа, прежде всего позвольте мне от имени Меджлиса крымско-татарского народа поблагодарить вас, в том числе представительства Эстонии, Бельгии, Франции, Германии, Великобритании и США, которые во взаимодействии с представительством Украины выступили с инициативой проведения заседания Совета Безопасности в формате Арии для обсуждения ситуации в Автономной Республике Крым и городе Севастополе. Я буду искренен в ответах на вопросы, сформулированные в концепции заседания. Итак, как обеспечить ответственность за нарушение прав человека в Крыму? Что можно сделать для международного независимого мониторинга прав человека в Крыму? Очень важные вопросы требуют честных и понятных ответов. Ситуация с агрессией России против Украины, приведшей к временной оккупации Крыма и к военным действиям, развязанным на востоке Украины при поддержке России, казалось бы, требует от меня сказать, что в случае, когда государством-агрессором является постоянный член Совета Безопасности ООН, к тому же обладающий одним из мощных ядерных арсеналов в мире, то говорить о возможности привлечения такого государства, а также его представителей к ответственности за нарушение прав человека не приходится. Согласитесь, уважаемые дамы и господа, сложно говорить об обеспечении ответственности, когда до сегодняшнего дня ни одна из резолюций Генеральной Ассамблеи ООН по Крыму России не выполнены. Все постановления, решения, резолюции, рекомендации, декларации и призывы Совета Европы, ОБСЕ, других международных организаций в части Крыма остаются без надлежащего реагирования Российской Федерации и в нарушении ею уставных документов и принципов деятельности этих организаций. Российской Федерации не исполнено решение Международного суда ООН, обязавшего своим решением Российскую Федерацию отменить запрет на деятельность Меджлиса крымско-татарского народа на территории оккупированного Крыма, а также разрешить свободный въезд лидерам и членам Меджлиса на территорию Крыма. Об этом говорили предыдущие выступающие, я их за это благодарю. Как видим, ни одно из решений международных организаций и международных судов, обязывающих Российскую Федерацию как оккупирующую державу
вывести свои вооруженные силы из Крыма и немедленно прекратить временную оккупацию территории Украины, полностью выполняя свои обязательства, вытекающие из Устава ООН, Хельсинского заключительного акта, а также других норм и принципов международного права, Российской Федерацией не выполнены и продолжают ею игнорироваться. Более того, Российская Федерация, как оккупирующая держава, ужесточает репрессии в отношении жителей Крыма, не проявляющих лояльность к оккупантам. Нарушение прав человека и основных свобод на Крымском полуострове характеризуется, в частности, системными преследованиями и дискриминацией крымских татар, коренного народа Крыма, и этнических украинцев, включая насильственные исчезновения и похищения, убийства, пытки и жестокое обращение, произвольные аресты, задержания и лишение свободы. Понятно, что Россия будет стараться и впредь не только уходить от ответственности, но и максимально противодействовать любым действиям международного независимого мониторинга прав человека в Крыму. Россия и сейчас не допускает на территорию временно оккупированного ею Крыма представителей мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине и специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, о чем здесь тоже уже говорилось. Таким образом, мой ответ очевиден. Надо заставить Россию исполнять свои обязательства, взятые ею в рамках ООН, ОБСЕ, Совета Европы. Следует обеспечить постоянное посещение и пребывание сотрудников указанных международных миссий на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя. Уважаемые дамы и господа, слово «заставить» тут применено не для красного словца. Разумеется, мы не поддерживаем бесконечные размышления об отсутствии эффективных механизмов, что могли бы принудить агрессора и оккупанта следовать международному праву. Как правило, в таких случаях те, кто об этом рассуждает, вспоминают механизм вето в Совете Безопасности ООН или принцип консенсуса в ОБСЕ. Но мы не призываем их к военным действиям, что могут принести еще большие страдания жителям оккупированных Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В такой ситуации Меджлис крымско-татарского народа выступил с публичной инициативой подготовки и проведения международной ненасильственной мирной акции «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства». Форма проведения международной ненасильственной мирной акции «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства» является пешее организованное шествие ее участников с территории материковой Украины на территорию оккупированной Российской Федерации Крыма. Что мы хотим? Целью международной ненасильственной мирной акции «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства» является содействие международным организациям, включая ООН, ОБСЕ, Европейский Союз, Совет Европы и другие, в реализации ими же принятых решений, поддержку суверенитета, политической независимости, единства и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, обеспечив тем самым соблюдение прав и свобод крымско-татарского народа, коренного народа Крыма, этнических украинцев, всех граждан Украины, проживающих в Крыму, независимо от их национальности. Таким образом, мы приглашаем и ожидаем представителей национальных парламентов, членов парламентских ассамблей международных организаций 3 мая 2020 года на административной границе между материковой Украиной и временно оккупированным Российской Федерацией Крымом. Что касается конкретных санкций, что могли бы обеспечить соблюдение прав человека на оккупированных Россией украинских территориях, мы говорим о необходимости принятия жестких экономических, политических, дипломатических действий, которые могли бы заставить Россию вывести свои войска из оккупированных территорий Украины и тем самым дать возможность самому украинскому государству и украинскому обществу обеспечивать права человека на своей территории. В ряду таких необходимых действий мы считаем введение международного эмбарго на все виды российских энергоносителей.
Еще один вопрос, сформулированный в концепции, как можно поддержать жертвы нарушения прав человека в Крыму, в частности, крымских татар, адвокатов, правозащитников. Я буду перекликаться в своем ответе с тем, что уже говорил, ибо тут напрашивается очевидный ответ. Как можно без устранения причин нарушения прав человека пытаться преодолевать последствия преступлений, совершенных и совершаемых ежедневно российскими оккупантами в Крыму? Судите сами, около 120 человек в Крыму лишены свободы или ограничены в свободе. Из них около 86 крымские татары. 40 человек уже получили незаконные приговоры неправомочных оккупационных судов и перемещены на территорию Российской Федерации для отбытия приговоров. Среди них Тимур и Узеир Абдулаевы, два родных брата, обвиненные российскими оккупационными карательными органами в терроризме и лишенные свободы на 17 и 13 лет. На двоих братьев 30 лет несвободы. Я недавно встречался с мамой братьев Абдулаевых, госпожой Дилярой Абдулаевой. Я не знаю, как ей помочь в ее желании скорее обнять своих детей на свободе и их воссоединение со своими семьями и малолетними детьми без применения особых мер принуждения к России к исполнению своих обязательств как члена Организации Объединенных Наций. Как можно, не избавив Крым от российской оккупации и не восстановив государственный суверенитет Украины над полуостровом, мы можем помочь в поиске сына родителям насильственного похищенного оккупантами Эрвина Ибрагимова, члена исполнительного совета Всемирного конгресса крымских татар, члена регионального меджлиса? Или как помочь матери Тимура Шаймарданова, также похищенного российскими оккупантами за свою общественную активность? Пусть меня простят сотни других матерей и отцов в Крыму, о чьих детях я тут не смогу говорить по причине ограниченного времени. Конечно, их жизнь разделилась на до оккупации и после оккупации, как, впрочем, жизнь каждого жителя Крыма. Никто не знает в Крыму, когда к нему в дом ворвутся с обысками и погромами, когда незаконно арестуют его близких и родных. Семьи крымских политзаключенных, а также их родители нуждаются в разных формах помощи и поддержки, в том числе медицинской. Я должен сказать слова признательности моим соотечественникам в Крыму, которые все эти годы оказывают помощь семьям крымских политзаключенных и их несовершеннолетним детям. Однако рассвета в крымских несчастьях пока не видно. И пока в Крыму господствуют российские оккупационные власти, политзаключенным, их семьям, адвокатам, правозащитникам, активистам, реализующим различные инициативы в сфере образования, правдивой истории, сохранения памятников культуры, необходимо содействие. Учитывая особенности российского оккупационного режима, это содействие не всегда может быть публичным. Я призываю над конкретными формами такого содействия поработать в Киеве с участием активистов из Крыма. Еще один вопрос, который я считал бы важным здесь отметить. Что возможно делать для поддержки свободы слова и самовыражения в Крыму? Если очень коротко, то доносить правду в оккупированный Крым. Прежде всего о событиях, происходящих в самом оккупированном Крыму, где абсолютная монополия российских пропагандистских СМИ и отсутствуют полностью независимые журналисты. В этой связи я не могу не упомянуть критическое финансовое положение единственного в мире крымско-татарского телевизионного канала АТР, который был вынужден эвакуироваться из оккупированного Крыма в 2015 году в Киев, где сразу же восстановил круглосуточное вещание на Крым 3 языками – украинским, крымско-татарским, русским. Мы надеемся, что наши призывы о содействии телевизионному каналу АТР, как, впрочем, и другим эвакуированным из Крыма средствам массовой информации, обращенные как к украинскому правительству, так и к международным партнерам, не останутся без внимания. В завершение еще раз хочу поблагодарить инициаторов заседания Совета Безопасности в формате АРИ. Спасибо за внимание. Thank you, Mr. Refat.
Я благодарю господина Рифата Чубарова за его очень честный и точный обзор ситуации. И последний наш докладчик – это Ольга Скрипник, глава Крымской правозащитной группы. Благодарю за организацию этого важного мероприятия и за внимание, которое уделяется правам человека в Крыму. Я представляю Крымскую правозащитную группу. Мы с коллегами сами с Крымом. Мы были вынуждены покинуть Крым после оккупации, потому что притесняли таких правозащитников, как мы. Но наши семьи и родственники остались там, в Крыму, и мы постоянно с 2014 года следим за ситуацией в Крыму и собираем информацию о нарушениях прав человека и о военных преступлениях для Международного уголовного суда и других международных организаций и судов. Естественно, мониторинг и документация – это необходимые механизмы для того, чтобы обеспечить ответственность за нарушение прав человека в Крыму. Следующие факты свидетельствуют о систематических нарушениях и безнаказанности российских властей. Во-первых, все случаи принудительных исчезновений, которые задокументированы правозащитными организациями и миссией ООН по мониторингу на Украине, не были расследованы, а виновные не были установлены и наказаны Россией. Кроме того, мы зафиксировали более чем 30 смертей в Симферопольском центре задержания. 25 из них были подтверждены Российской пенитенциарной службой. Эта служба сообщила о том, что все эти смерти были либо самоубийствами, либо смертями по естественным причинам. Однако независимого расследования этих смертей проведено не было. А правочеловеческие или международные организации не имеют доступа к центру задержания и другим местам лишения свободы в Крыму. Так что причины этих смертей не установлены. Правозащитники располагают информацией о том, что эти люди, возможно, стали жертвами пыток или скончались от того, что им не оказали необходимую медицинскую помощь. В прошлом году 11 политических заключенных были освобождены. Среди них Олег Сенцов, Владимир Балн, но в то же время 43 новых человека были посажены за решетку по политически мотивированным обвинениям в Крыму в прошлом году. Многие из них были незаконно переведены из Крыма в Россию. Более 20 крымских татар, мусульман, были арестованы в марте, например. Большинство из них – это журналисты, блогеры и активисты. Последние случаи – это преследование украинских активистов, которые открыто говорили о том, что Крым – это Украина, и поддерживали Украину. Олег Приходько, например. Среди них также 64-летняя женщина Галина Долгополова. Она и Иван Яцкин сейчас рискуют тюремным приговором от 12 до 20 лет тюремного заключения по обвинению в предательстве. В прошлом году крымский житель Филатов получил приговор к 6-летнему заключению. Его обвинили в участии в деятельности религиозной организации «Свидетели Иеговы». Это доказывает, что Россия активизировала преследование по политическим и религиозным мотивам. Российские власти преследуют не только свободу слова, но и действуют для того, чтобы изолировать Крым с информационной точки зрения. Украинские FM-радиостанции в Крыму постоянно блокировались российскими вещателями, а веб-сайт основных украинских СМИ, Меджлис крымско-татарского народа, религиозные организации, социальная сеть LinkedIn и мессенджер Telegram были заблокированы в Крыму. Блокирование СМИ – это не только ограничение свободы выражения, это также способ лишить украинцев, которые живут в Крыму, доступа к альтернативным источникам информации. Только российские или пророссийские СМИ могут свободно работать в Крыму. Еще одна важная тема – это милитаризация гражданского населения, что является следствием оккупации и одной из главных угроз для прав человека в Крыму. Число украинцев, которые из Крыма были незаконно призваны на службу в российские вооруженные силы, составляет почти 22 тысячи человек. С 2017 года крымские жители, которые были призваны на службу в вооруженные силы РФ, были направлены на российскую территорию для несения военной службы. Например, более 2400
крымчан были направлены туда в 2019 году. Действует административное и уголовное наказание за уклонение от военной службы в российской армии. Например, мы зафиксировали как минимум 83 судебных постановления за уклонение от военной службы в российской армии в Крыму. Кроме того, Россия направляет крымчан-призывников на территории вооруженных конфликтов, в которых Россия участвует. Например, на военных кораблях Российской Федерации в составе экипажа есть крымчане, а эти корабли участвовали в военных действиях в Сирии. Теперь о детях. Российская образовательная система в Крыму включает в себя пропаганду службы в российской армии, военную пропаганду среди школьников. Проходит специальная военная подготовка в школах. Детей приглашают в летние лагеря, где их учат обращаться с оружием. Военное имущество регулярно выставляется в крымских городах. Звучат призывы нести службу в вооруженных силах России. Или в городе Керчи, в Севастополе прошла такая кампания. Многие дети были привлечены к этой кампании, им показывали это сирийское оружие, которое задействуется там. И такие мероприятия для детей проводятся по указу Российского Министерства обороны. Таким образом, 200 тысяч крымских детей постоянно подвергаются влиянию милитаризованной системы образования. Главная цель данной системы – это подготовка к службе в российской армии и уничтожение украинской самобытности среди детей. В прошлом году была принята резолюция ООН о милитаризации Крыма. Она содержала два важных положения о милитаризации полуострова. Во-первых, об использовании образования детей в Крыму для дальнейшей военной службы. И второе, давление и пропаганда для призыва в российскую армию. Для выполнения этой резолюции сейчас Россия должна прекратить административное и уголовное преследование крымчан, которые уклоняются от военной службы в российской армии. Во-вторых, Россия должна прекратить деятельность таких организаций, как Крым-Патриот-Центр или Юн-Армия, которые являются главными спонсорами военной службы и военной пропаганды среди крымских детей, финансируют эту деятельность российское правительство, и прекратить так называемое патриотическое воспитание в крымских школах. Ситуация в Крыму требует действенных инструментов и механизмов для того, чтобы заставить Россию выполнять резолюции ООН и международные судебные постановления. Без этого нарушение прав человека и страдания людей продолжатся, а угроза для европейской глобальной безопасности, исходящая от России, лишь увеличится. Спасибо. Благодарю госпожу Ольгу Скрипника за очень полезную брифинг с последней информацией на этом заседании. На этом мы завершили выступление докладчиков, а сейчас я прошу членов Совета Безопасности брать слово. Напоминаю, что ваше выступление ограничивается регламентом 5 минут. Слово предоставляется представителю Бельгии. Господин председатель, я благодарю докладчиков за соответствующее выступление, которое, к сожалению, показывает, что положение в области прав человека в Крыме вызывает нашу обеспокоенность и требует внимания. Речь идет о несоблюдении международных правил, и местное население слишком часто становится первой жертвой. Они продолжают страдать от ограничений фундаментальных прав, а также отсутствие способа правовой защиты. Этнические и религиозные меньшинства в Крыму самым диспропорциональным образом затронуты. Как мы слышали это из выступлений сегодня утром, очень важно, чтобы международное сообщество продолжало бы выявлять нарушения прав человека в Крыму, осуждать их и требовать их соблюдения. Сегодня мне хотелось бы в первую очередь рассказать об положении задержанных. Вновь призываем Россию освободить всех политических украинских заключенных. Среди прочего, лица, задержанные в любых обстоятельствах, должны получать гуманное обращение в соответствии с международными нормами. Также мы выражаем обеспокоенность случаями запугивания и
злоупотреблений, которым подвергаются правозащитники и журналисты. И в этом контексте мы приветствуем постановление в отношении дела Миколая Семена. И ухудшение прав человека усиливается климатом безнаказанности. Мы призываем все власти гарантировать проведение быстрых, беспристрастных, действенных расследований по всем случаям нарушений. Россия должна соблюдать свои обязательства по международному праву, в частности, что касается прав человека, а также в качестве оккупирующей державы в соответствии с международным гуманитарным правом. В таком контексте мы требуем полное осуществление резолюции 74/168, среди прочего, посредством предоставления безопасного и беспрепятственного доступа для международных наблюдателей, и в частности для комиссара по правам человека Совета Европы. Позвольте отметить ключевую роль Совета Безопасности. Он является основополагающим гарантом того, что все государства будут соблюдать свои международные обязательства в контексте сохранения мира и международной безопасности. Господин председатель, в завершение мне хотелось бы вновь отметить нашу обеспокоенность, связанную с милитаризацией, продолжающейся в Крыму, Азовском море и Керченском проливе, что может еще больше дестабилизировать регион и обострить напряженности. Мы вновь заявляем о своей приверженности неукоснительной суверенности, единству и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, включая свои территориальные воды. Аннексия Крыма является серьезным нарушением международного права, акт, против которого международное сообщество должно продолжать выступать. Благодарю вас. Благодарю представителя Бельгии. Слово представитель Соединенного Королевства. Благодарю вас. Спасибо за то, что поставили эту тему на обсуждение сегодня. Благодарю всех наших докладчиков за их выступления. Очень много информации, сложно все ее прокомментировать. Частично я буду ссылаться на то, о чем вы говорили, но в целом это все было очень важно. И господину Чубарову я могу сказать, что я еще не видел столь экстремально настроенного человека на заседании Совета Безопасности, если Российская Федерация вас так называет. Но что нам остается делать? Итак, 6-я годовщина незаконного захвата Республики Крым и Севастополя, незаконные действия постоянного члена Совета Безопасности, нарушение первого принципа международного права о том, что ни одно государство не может приобретать территории или менять границы силой. Агрессия России – это грубое нарушение Устава ООН и ряда двусторонних и многосторонних соглашений, включая Хельсинский итоговый акт и Будапештский меморандум. Соединенное Королевство решительно осуждает российскую агрессию в отношении Крыма, и мы по-прежнему решительно поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы не признали и не признаем незаконную аннексию Крыма Россией. Наши докладчики сегодня наглядно показали, что любой человек в Крыму, который выражает оппозиционные настроения и высказывается против оккупации, рискует притеснениями. Более 19 человек арестованы по политически мотивированным соображениям. Тактика запугивания России, создание атмосферы страха в отношении тех, кто против российских властей, приводит к тому, что людей депортируют, задерживают, сажают в тюрьму. Нарушения прав человека на Крымском полуострове затрагивают все аспекты повседневной жизни. Я затрону 3 из них. Во-первых, свобода выражения. Многочисленные случаи антиэкстремистского законодательства России, которые применялись до незаконной аннексии. Один из правозащитников в Крыму был приговорен к 10 дням в тюрьме за то, что еще в 2013 году он в социальных сетях опубликовал неблагоприятные высказывания. Но сейчас Крым превращают в
территорию, где не дают распространять реальную информацию о происходящем на полуострове. Второе, мы считаем, что свобода вероисповедания под угрозой. Крымские татары особенно подвергаются притеснениям. Российские власти де-факто осуществляют рейды в мечетях и домах крымских татар. Они притесняют имамов и всех тех, кто проповедует ислам. Рейды в домах, произвольные задержания – все это повседневность в Крыму, и это приводит к несправедливым судебным разбирательствам и пыткам. В сентябре мы приветствовали освобождение некоторых заключенных, но этого недостаточно. Освобожденные говорили о том, что с ними жестоко обращались и пытали в центрах задержания. Среди пыток – электрошоки, избиения, удушения, угрозы сексуального насилия. Не будем забывать о том, что 88 политических заключенных из Крыма находятся в российских пенитенциарных учреждениях. Некоторые нуждаются в медицинской помощи. Айсет Джебаров или Виктор Шуров, который страдает от сердечных симптомов. Мы призываем освободить всех политических заключенных, потому что уверены в том, что никто не должен сидеть в тюрьме за политические убеждения. Информация о правах человека ограничена. Россия не выполняет резолюции Генеральной Ассамблеи, в которой призывают организовать поездку Верховного комиссара по правам человека в Крым. России есть что скрывать, и Соединенное Королевство призывает Россию предоставить как можно скорее доступ международным миссиям по мониторингу. Согласно резолюции Генассамблеи 73-263, здесь представитель Российской Федерации регулярно говорит о том, что нет препятствий для поездок в Крым. Но я надеюсь, что сегодня, когда он будет выступать, он нам расскажет о том, какие конкретные активные меры Российская Федерация принимает вместе с УВКПЧ для того, чтобы организовать визит. И в завершении, господин председатель, Соединенное Королевство призывает всех собравшихся, а также все международное сообщество объединиться и встать бок о бок с Украиной. Крым принадлежит Украине. Безопасность каждой страны зависит от основного принципа, согласно которому государство не должно менять границы или приобретать территории силой. Именно поэтому, господин председатель, судьба Крыма волнует каждого из нас. А кто будет следующим? Спасибо. Благодарю представителя Соединенного Королевства. Следующий оратор – представитель Соединенных Штатов. Спасибо, заместитель министра иностранных дел Тусала. Соединенным Штатам очень приятно присоединиться к Эстонии и другим партнерам, как соорганизаторам этого мероприятия, чтобы отметить незаконную аннексию Крыма России, а также то, что прокси России и Россия продолжают притеснять фундаментальные свободы в Крыму. Также благодарим докладчиков за сегодняшнее выступление и продолжающуюся работу, чтобы гарантировать, что миру будет известно, что происходит, с чем вы сталкиваетесь и что необходимо сделать. Большое вам спасибо. Мы неоднократно слышали, включая заявление госсекретаря Помпео 26 февраля. Он говорил, Крым является частью Украины, и Соединенные Штаты призывают Россию положить конец своей оккупации Крыма, и мы не признаем и никогда не признаем российские попытки аннексировать его. К сожалению, оккупация России Крыма даже переводится на практику в печальную реальность для многих украинцев, проживающих на полуострове. Оккупационные власти решительно ограничили фундаментальные свободы, включая свободу выражения, ассоциации и мирного собрания. Практически все независимые медиа и гражданское общество вынуждены были бежать с полуострова. Те, которые остались, действуют, подвергаясь большому риску свободы и жизни. Как мы только что слышали от докладчиков, оккупационные власти также ограничили религиозные свободы, закрыли школы, преподающие на крымско-татарском языке и украинском языке, также провели рейды мечетей, также Украинской православной церкви. Также существует достоверное обвинение в бесчеловечном отношении
принудительных исчезновениях и пытках со стороны служб безопасности. Соединенные Штаты с полной решимости привлечь Россию к ответственности за оккупацию Крыма, включая подавляющие действия. С 2014 года последующие раунды санкций адресно обращались к тем, кто играли лидирующую роль в оккупационных властях, включая различные агентства, которые приводили к таким действиям. Также есть санкции в отношении представителей правоохранительных органов, которые известны за пытки крымских татарских активистов. Призываем прочие страны ввести такие же ограничения. Также мы вновь отмечаем наш призыв к России позволить ООН и мониторам ОБСЕ получить доступ к полуострову, чтобы они могли наблюдать и задокументировать условия, в особенности ввиду того, что свобода прессы сейчас является особенным притесненной во всем мире. Это печальная реальность, которая развертывается перед глазами всего мира. Также Соединенные Штаты неукоснительно поддерживают суверенность и территориальную целостность Украины. Спасибо. Я благодарю Соединенные Штаты. Слово предоставляется представителю Доминиканской Республики. Господин председатель, в начале Доминиканская Республика хотела бы поблагодарить вас за организацию этого заседания. Я благодарю докладчиков за предоставленную информацию и те рекомендации, которыми они поделились в отношении положения с правами человека в автономной Республике Крым и в городе Севастополе. Без сомнения, эта тема крайне интересна для международного сообщества и нашей организации. Подтверждаем нашу приверженность независимости, территориальной целостности и суверенитету Украины в рамках международно признанных границ. Мы еще раз выражаем свое несогласие с любыми нарушениями международного права, особенно норм в области прав человека и международного гуманитарного права. В этом году 6-я годовщина после осуществления тех действий, которые привели к оккупации Крыма и города Севастополя. Это имело последствия для самых разных сфер жизни, для тех, кто находится на этих территориях. Международное сообщество уделяет особое внимание мониторингу и защите прав человека. Это важнейший элемент в поддержании мира. Мы с тревогой отмечаем последнее сообщение Управления Верховного комиссара по правам человека относительно положения с правами человека на территории Украины. Мы отмечаем, что в докладе сказано о многочисленных случаях нарушений прав человека на территории. Очень важно, чтобы во время конфликта в регионе страны и стороны, участвующие в конфликте, были главными гарантами основных прав и свобод тех лиц, которые там находятся, особенно наиболее уязвимых. Мы просим участников ситуации в Крыму и Севастополе руководствоваться коллективными интересами, уважать права человека, МГП, гарантии свободы всех граждан, как большинства, так и этнических меньшинств. Также необходимо помнить, что это вклад в инициативы, которые направлены на реализацию повестки дня в области устойчивого развития на период до 30-го года. В контексте нынешнего совещания важно получить всю информацию о ситуации с правами человека среди жителей оккупированной зоны, в том числе определиться с тем, что происходит со свободой слова и выражения и другими правами человека. Для того, чтобы решать все проблемы, нужно налаживать диалог с участвующими сторонами и формировать такую атмосферу, которая позволит гражданскому обществу высказываться и участвовать в принятии необходимых решений. И последнее. Доминиканская Республика считает, что международное сообщество должно настаивать на соблюдении прав человека. От этого зависит прогресс в области устойчивого развития и формирования справедливого мира. Спасибо. Thank you. Спасибо, представитель Доминиканской Республики, за заявление. Слово представителю Индонезии. Большое спасибо, председатель.
Председатель, мне бы хотелось поблагодарить постоянное представительство Эстонии, а также других соорганизаторов за проведение сегодняшнего заседания по формуле АРИА. Также приветствую вас, господин председатель, заместитель министра иностранных дел Эстонии, и поблагодарить за вступительное слово. Благодарю всех докладчиков также за брифинги. Конфликт на Украине не только влияет на людей, проживающих на Украине, но и влияет на все международное сообщество и влияет на международный мир и безопасность. В этом контексте отмечу следующие аспекты. Во-первых, полное соблюдение суверенности и территориальной целостности государств. Индонезия последовательно соблюдала принципы невмешательства, независимости, суверенности и территориальной целостности, включая Украину. Поэтому мы выступаем против незаконной территориальной оккупации любой суверенной страны, так как это противоречит международному праву. Во-вторых, больше гуманитарное содействие Украине. Индонезия подчеркивает необходимость усиленного бесперебойного потока гуманитарной помощи нуждающимся в затронутых районах Украины на основании международных механизмов. Гуманитарные последствия в Украине вызывают обеспокоенность. Люди потеряли источники существования и исчерпаны их ограниченные ресурсы. Они полагаются на международную гумпомощь для удовлетворения базовых потребностей. Конфликтующие стороны должны принять все практичные меры для того, чтобы приостановить нанесение ущерба гражданским лицам. Второе — это диалог и дипломатия. Отмечаем, что диалог и дипломатия между затронутыми сторонами позволят добиться прочного мира, стабильности и развития, в особенности в Крыму и городе Севастополе. Мы поощряем усилия, которые содействуют гармонии проживания всех этнических групп на Украине. Индонезия призывает все стороны создавать благоприятные условия, чтобы избежать эскалации напряженности и прекратить действия, которые поощряют насилие. Международное сообщество должно продолжать поддерживать дипломатические усилия релевантных сторон, направленные на мирное политическое урегулирование вопросов. Господин председатель, международное сообщество и Совет должны предпринять все возможные усилия, чтобы заручиться прочным миром, что является долгосрочной выгодой для всего региона. Направлять свои усилия мы должны на основании задачи безопасности, защищенности людей на местах. Хочу в завершении призвать все стороны продемонстрировать необходимую политическую волю и конструктивно работать над тем, чтобы гарантировать самое скорейшее завершение конфликта и помочь привнести мир и стабильность на всей территории Украины. Благодарю вас. Thank you. Я благодарю представителя Индонезии. А далее слово имеет представитель Российской Федерации. Уважаемые господа организаторы, в пояснительной записке к сегодняшнему мероприятию вы написали, что оно должно позволить присутствующим здесь получить информацию с первых рук о положении на полуострове. Мы внимательно сидели и слушали, не первый раз уже на таких мероприятиях. А где же эти первые руки? Когда эти люди последний раз были в Крыму, и были ли они в российском Крыму, о котором сейчас идет речь? Мы попытались исправить этот недостаток, который, естественно, обесценивает всю сегодняшнюю встречу. Предложили письменно организаторам организовать участие по видеосвязи ряда крымчан, заместителя муфтия Крыма, руководителя украинской общины полуострова, постоянному представителю республики при президенте России. Они были готовы сегодня выступить, но, к сожалению, участие им было отказано под смехотворным предлогом о том, что бриферов, дескать, и так много. Значит, просто вы не хотите слышать информацию о реальной ситуации в Крыму. Вместо упомянутых мною людей, которые могли бы действительно рассказать, что реально происходит, сегодня нам докладывали люди,
которые никого из крымчан не представляют сегодня. И последний раз были в Крыму, когда полуостров подчинялся Киеву. Как они могут давать адекватные оценки о жизни на этой российской территории? И какая добавленная стоимость услышанных нами сегодня сказок? Я в прошлом году уже говорил на аналогичном заседании, что ваши арии на тему Крыма все больше напоминают встречу писателей-фантастов. Даже с акцентом на тех, кто пишет романы ужасов. Сегодня эта тенденция еще более проявилась. Мы услышали новые небылицы. Естественно, люди, которые их слышат, они не могут их проверить и опровергнуть. И зачастую принимают, к сожалению, за чистую монету. Это могли бы сделать прямо сейчас представители Крыма, но вы отказали им в возможности изложить свою точку зрения. Впрочем, все-таки есть одна особенность сегодняшнего заседания, на которую я хотел бы обратить внимание. И она не в пользу организаторов. Вот присутствующий здесь господин Чубаров во всеуслышание объявил о намерении организовать 3 мая так называемый марш достоинства. Я правильно запомнил, как он называется? По сути, это попытка массового пересечения российско-украинской границы в Крыму. Я думаю, ни у кого нет сомнений о возможных последствиях такой провокации и насколько этот шаг незаконен. Я не услышал сегодня ни одного возражения или критического замечания на этот счет, из чего я делаю вывод, что все выступившие передо мной представители западных государств по факту будут соучастниками этой акции, а возможно, будут ее даже покрывать. И это очень примечательно, поскольку это уже серьезные последствия такого заседания. Мы неоднократно говорили, что в своих оценках мы должны опираться на факты, а не на домыслы. Вот сегодня многие опять голословно утверждали, что у них нет возможности приехать в Крым. Я опять спрашиваю, а почему? Кто вам мешает? Крым является открытым российским регионом, куда может приехать каждый при соблюдении законодательства Российской Федерации. Вот представительница УВКПЧ, которая покинула уже нас, хотел бы тоже сказать, мы с самого начала говорили о том, что мы будем рады видеть в Крыму и представителей УВКПЧ. Мы подтверждали это письменно, более того. Я, честно, не понимаю, какие у них проблемы с тем, чтобы приехать в Крым. Может быть, вы намекаете на то, что нам надо билеты вам купить? Как-то это выглядит несолидно, все-таки взрослые люди. Делается все очень просто. Самолет, аэропорт, Крым. Нет никаких проблем. Своего рода лейтмотивом сегодняшнего заседания стал тезис об оккупации Крыма. Это тоже примечательно. Я хотел бы попросить всех задуматься, а что такое оккупация? Вот, например, Украинская ССР была в свое время оккупирована немецко-фашистскими войсками в период Второй мировой войны. Там были карательные зондеркоманды, которые боролись с партизанами. Они с опорой на местных коллаборационистов, которых сегодня в Киеве возводят в ранг национальных героев, гасили любое недовольство. Итог их деятельности – гибель в общей сложности от 8 до 10 миллионов украинцев, русских, евреев, поляков и всех других, кто сопротивлялся новой власти. Это не мои фантазии, это факты, подтвержденные многократно, в том числе Нюрнбергским трибуналом. Или вот, например, отдельные северо-восточные районы Сирии до сих пор оккупированы американскими войсками, которые, как выразился президент Трамп, берегут там нефть. Я что-то не слышал, чтобы въезд в эти регионы был свободный, чтобы там были туристы. Вот это действительно называется оккупация. А теперь давайте возьмем Крым. В прошлом году его посетило 7 миллионов туристов. Как из России, так и из Украины и других государств. 7 миллионов при численности жителей 2,5 миллиона примерно.
Украинцев, кстати, приезжает все больше. Сейчас около уже 1 миллиона. Многие из тех, кто посещает, публикуют огромное количество записей в социальных сетях, фотографий, отзывов. В этом году к регулярному автомобильному сообщению по Крымскому мосту добавилось сообщение железнодорожное, пассажирское и грузовое. Можно ожидать, что поток туристов вырастет еще. Хочу подчеркнуть, на полуострове нет закрытых для туристов районов для посещения, нет каких-либо запретов на контакты с крымчанами. Где каратели, спрошу я вас? А где сопротивляющиеся оккупации партизаны? Где вообще оккупанты в Крыму? Судя по всему, для вас оккупанты — это 2,5 миллиона крымчан, которые живут на своей земле и вполне довольны жизнью. Говорят, как и говорили, на русском, украинском и крымско-татарских языках. И никаких проблем в связи с этим не испытывают. Не верите? Приезжайте, убеждайтесь сами. Двери для всех открыты. Кто из тех, кто здесь сидит в зале, был в российском Крыму? Опять разговор у нас ни о чем. Приезжайте. Так вот, именно эта ситуация, когда нет никакой аннексии и оккупации, а есть процветающий российский регион, жители которого сделали свой выбор в пользу России и в строгом соответствии с уставом ООН, он как раз как кость в горле для тех, кого вы сюда сегодня пригласили, уважаемые господа организаторы. Да и для всех тех, кто покрывает деяния украинских националистов и неприкрытую русофобию майданной власти. Отсюда понятна эта злоба на своих бывших соотечественников и на защитившую их от майдановского беспредела Россию. Эта злоба и ненависть проходит красной нитью через все ваши выступления. Я не хотел реагировать на то, что говорилось, но несколько моментов все-таки хотел бы отметить. Господин Чубаров, я вас хочу разочаровать. Вы говорили, что есть единственный крымско-татарский телеканал, но это не так. В общей сложности на полуострове сейчас работает около 50 крымско-татарских СМИ, в том числе телевизионных. И это сразу видно, когда вы приезжаете в Крым. Не буду комментировать, опять-таки, данные по образованию, преследованиям и так далее. Вы эти данные могли точно так же на коленке составить где-то здесь, в зале. Они не имеют никакого отношения к реальности. Да, мне очень понравилось тоже, что несколько человек упомянули про насильственное военизированное воспитание, если я правильно запомнил, крымских детей. Упомянули программу «Юнармия». В общем-то, странная постановка вопроса. Речь идет по факту скаутских занятиях. Мне кажется, скауты не запрещены нигде. Но для сравнения я просто хотел вам поделиться с вами информацией, которую в свое время передавали CNN, Евроньюз, Washington Post о детских националистических лагерях Гарта-Воли или Азовец под Киевом. Гарта-Воли в Тернопольской области. Журналисты, которые их посетили, увидели, что там есть дети, которым всего 8 лет, включая девочек. У одной из них взяли интервью. Она сказала следующее. Нужно целиться в сепаратистов и московских оккупантов, поскольку это не люди. Наставники в этих лагерях — украинские националисты. Евроньюз, например, констатировали, что воспитанники получают подготовку не только на идеалах украинской повстанческой армии, но и на принципах белой Европы, то есть расизма. Вот это называется военизированное образование молодежи. Если вас кого-то интересует, можете копнуть дальше, но я не уверен, что вам это интересно. Возвращаясь к сегодняшним нашим докладчикам, я хотел сказать, что по-человечески я, честно говоря, вам очень сочувствую, господа бывшие крымчане. Вы за последние 6 лет потеряли полностью связь с Крымом и говорите заезженные штампы. И вы не можете не понимать, что крымчане вам не верят, поскольку к реальности ваши слова не имеют никакого отношения. Поэтому вы и вынуждены играть, как и сегодня, востребованную вашими западными покровителями роль псевдоправозащитников.
подводя тем самым почву под новые обвинения в адрес России и крымчан. Эта роль очень незавидна, я вам действительно сочувствую. И крымчане дали бы вам свою оценку, если бы им сегодня предоставили слово. Но крымчан мы сегодня здесь не услышали. Вы, господа докладчики, сами отказались от своей родины, Крыма, успехи которого вы не хотите замечать. И не вините в этом никого, кроме себя. Вспомните разжигающую ненависть русофобские речи с трибуны Верховной Рады после Майданного переворота с угрозами крымчанам и всему русскоязычному населению Украины. Вспомните так называемые поезда дружбы с вооруженными до зубов националистами, которые Киев собирался послать для усмирения Крыма. Вспомните сожженные автобусы с крымскими активистами, возвращавшимися из Киева, где они пытались мирно высказать свою точку зрения на происходящее. Наконец, вспомните унижение бойцов Беркута, честно выполнявших свой долг по защите конституционного строя и порядка, и подвергшихся за это преследованиям и унижениям. И вспомните, наконец, ту пену из бандеровских палачей и гитлеровских пособников, которые до сих пор пытаются смыть память о тех, кто освобождал Украину от фашизма и принес ей свободу и право на жизнь. И благодарите за все, что случилось, тех безответственных политиков, которые бездумно разожгли костер гражданской ненависти и русофобии на Майдане в 2014 году. Его пламя опалило многие украинские регионы, сожгло мирных протестующих в Одессе, за что никто не понес наказание до сих пор. Оно же перекинулось на Донбасс пожаром братоубийственной гражданской войны. И вместо того, чтобы тушить это пламя, вы его раздуваете, в том числе и такими пропагандистскими акциями, как сегодняшняя. Подыгрывая при этом геополитическим интересам ряда внешних игроков, которые по-прежнему делают ставку на нанесение максимального ущерба российско-украинским отношениям. Свою оценку вашим действиям крымчане обязательно дадут. Благодарю за внимание. Я благодарю представителя Российской Федерации. Прежде чем мы закончим ту часть, когда выступают члены Совета Безопасности, соорганизаторы Франция и Германия хотели бы выступить в этом этапе заседания, поэтому я даю слово коллеге из Франции, госпоже Ангелин. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, я в свою очередь благодарю докладчиков за их крайне полезные сообщения о положении с правами человека в Крыму. Эта ситуация вызывает обеспокоенность моего государства, и я хочу в этой связи сформулировать 3 комментария. Первое. Важно помнить о том, что речь идет о грубом нарушении международного права. Аннексия Автономной Республики Крым и города Севастополя России – это основной источник нарушения прав человека на этой территории. Уже прошло 6 лет после этой незаконной аннексии. Несмотря на гарантии, которые Россия дала Украине во время подписания Будапештского меморандума, Россия с 2014 года нарушает устав ООН. И я напоминаю о том, что Франция не признает незаконную аннексию Крыма Российской Федерации и поддерживает восстановление территориальной целостности и полного суверенитета Украины в рамках международно признанных границ. Второй мой комментарий. Нарушения прав человека, которые последовали за оккупацией Крыма, носят тяжкий и систематический характер. Образ Крыма далек от того, чтобы быть спокойным и мирным. Мы сегодня услышали сообщение о том, что все диссиденты притесняются, внесудебные казни, произвольные задержания, похищения, принудительное исчезновение, дискриминация. Среди тех, кто подвергается этим нарушениям, это женщины и мужчины татарского происхождения. Франция особенно встревожена многочисленными случаями исчезновения, которые документируются рабочей группой по
принудительному исчезновению или недобровольному исчезновению. Мы просим Россию положить конец этой политике и будем говорить об этом постоянно и в рамках нашего двустороннего диалога. И третий комментарий. Я напоминаю о том, что Франция вместе с Германией в последние месяцы работают для того, чтобы вдохнуть новую динамику в регулировании российско-украинского кризиса политическим путем. Уже добились некоторых подвижек. 9 декабря был саммит, глав государств и правительства обменялись 200 заключенными. 29 декабря этому предшествовал обмен в сентябре. Тогда обменялись 70 заключенными. Это не связано с конфликтом. Это было 7 сентября. Это позволило освободить 24 украинских моряков, которые были задержаны еще в 2018 году в Керченском проливе, а также некоторых задержанных, связанных с Крымом. Эти дипломатические усилия в нормандском формате и в формате трехсторонней группы продолжатся и в следующей неделе в свете предстоящего саммита на уровне глав государств и правительств, что позволит обсудить политические условия для проведения местных выборов на востоке Украины. Уважаемые коллеги, не Украина нарушила российский суверенитет. И, Дмитрий, я хочу задать вопрос нашему коллеге из России. Может ли Россия беспрепятственный доступ для международных правозащитных механизмов раскрыть в Крым на основании резолюции Генеральной Ассамблеи ООН? Благодарю вас. А теперь слово имеет посол Германии. Большое спасибо. Хотелось бы поблагодарить вас и Эстонию за организацию сегодняшнего заседания по формуле Ария. И очень хорошо, что вы взяли на себя инициативу напомнить нам о том, как Россия нарушает международное право посредством оккупации Крыма. Международное сообщество не должно соглашаться с тем, что право сильнейшего имеет главенствующее значение даже над международным правом. Именно для этого был создан Совет Безопасности, так как он был создан для того, чтобы сохранить мир и безопасность. И очень печально, что постоянный член Совета Безопасности Россия, являющаяся членом Совета Безопасности, который был учрежден для сохранения мира и безопасности, нарушает международное право. Также считаю печальным, что российский представитель, покинувший зал, когда он после того, как он выслушал свидетельства, представленные над теми, кто наиболее затронут российской оккупацией, после этого он описывает это как ужасные истории, и он описывает это как научная фантастика. Я хочу поздравить всех тех, кто противостоит нарушителям международного права и обличает их. Мы слышали, как представитель Российской Федерации с гордостью рассказывал о положении в Крыму, но, к сожалению, он упустил некоторые аспекты правды, когда он говорил, что много туристов посещает Крым. К сожалению, он жаловался на тот факт, что никто напрямую из представителей Крыма не получил приглашение выступить на этом заседании по формуле Ария. Что ему следовало бы вместо этого сделать? Это снятие постоянные ограничения на фундаментальные свободы, религию, вероисповедание,
вероисповедания, ассоциации, право на выражение и свободное собрание, права, которые попираются в Крыму, не говоря уже о притеснениях крымско-татарского меньшинства, при том, что он с гордостью говорил о свободе приезда в Крым, но он ничего не сказал о свободе арестованных, и Германия призывает немедленно освободить всех украинских граждан, которые незаконно задержаны и находятся в тюрьмах России. И более сотни политических заключенных, представляющих крымско-татарскую общину. Мы решительно осуждаем также вынесение заключений политические, которые мотивированы политически. Это Сервер Мустафаев, Сейран Салиев, Эмир Хусейн Куку, Владимир Дудко, Алексей Басабаров и другие. Если бы им дали возможность присоединиться по видеосвязи к этому заседанию, они могли бы выступить. Мы осуждаем и требуем России снять запрет на Меджлис, самоуправляющийся института крымских татар. Это нарушает постановление Международного суда, этот запрет, который потребовал от России снять ограничения на представительные учреждения крымских татар. Также по Украине надо было упомянуть, что прекращено преподавание предметов в школах на татарском языке в Крыму. Призываем Россию соблюдать Международную конвенцию всех форм расовой дискриминации, которая требует Международный суд в своем апрельском решении в 2017 году. Также осуждаем принудительную воинскую обязанность и призыв на воинскую службу, которую Россия вела в отношении жителей Крыма. Очень важно не соглашаться с нарушением международного права. Мы не должны считать это нарушение новой нормой. Мы должны выступать против. Это наш долг перед народом Крыма, Украины и самим собой. Я благодарю вас, посол, за ваше выступление. Мы завершили раунд выступлений среди членов Совета Безопасности. Сейчас мы предоставим слово другим государствам-членам и слово представителю Украины. Благодарю вас. Я сразу же хочу поблагодарить эстонскую делегацию, а также всех остальных, кто участвовал в организации сегодняшнего мероприятия. Спасибо за своевременную дискуссию. Я также хочу выразить глубокое сожаление в связи с тем, что российская делегация поспешно и трусливо удалилась с этого заседания. Я знаю, что это заседание вещают по интернету. Я думаю, что на 67-й улице внимательно слушают эту дискуссию, несмотря на то, что представители оккупирующей державы в зале не представлены. А именно таков официальный статус российской делегации, как сказано в резолюциях Генеральной Ассамблеи, а также в международном праве. Российская делегация говорила о фантастике, говорила об историях ужасов. И я в этой связи хочу сказать, что в этом выступлении российской делегации были надуманные заявления, которые не имеют отношения к реальности. А реальность — это то, о чем мы все говорим сегодня о российской делегации. Реальность — это то, что мы читаем в докладах генерального секретаря, которые он готовит в качестве выполнения соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи. Хичкок, известный режиссер фильмов ужасов, однажды говорил о том, что МакГаффинс — это то, что региональные аудитории не всегда любят, а мы любим реальные истории. И реальная история для нас — это доклад Верховного комиссара по правам человека. Напомню всем о том, что именно Украина добровольно пригласила миссию
в 2014 году миссию по правам человека ООН непосредственно для того, чтобы изучить последствия интервенции и не допустить ухудшения ситуации. Это была главная задача. Я хочу воспользоваться сегодняшней возможностью для того, чтобы заявить, что, на мой взгляд, настало время для членов миссии приехать в Нью-Йорк и проинформировать членов Организации Объединенных Наций. На протяжении 6 лет они напряженно работали, подготовили доклады на ежеквартальной основе, готовили доклады. Они работали на оккупированных территориях, и они заслуживают того, чтобы их услышали в Нью-Йорке, потому что нам также необходимо активно работать для того, чтобы снимать эти физические, идеологические лакуны между Нью-Йорком и Женевой, когда речь заходит о правах человека и конфликте. Я надеюсь, что на следующих заседаниях глава миссии по правам человека здесь, в Нью-Йорке, будет сообщать всем нам о результатах работы. И я говорю об этом, исходя из того, что понимаю, что не всегда миссия позитивно настроена и в отношении правительства Украины, но тем не менее мы не против того, чтобы они приехали сюда и представили ситуацию так, как они об этом пишут в своих докладах. Мы их подвергать никакой цензуре не намерены. Процитирую в завершение доклад генерального секретаря о положении в Крыму. Международное гуманитарное право требует от оккупирующей державы принимать все меры в ее силах для того, чтобы восстановить и обеспечить в максимальной степени правопорядок и безопасность, соблюдая, за исключением крайних случаев, законодательство, действующее в стране. В стране имеется в виду Украина. Это норма международного гуманитарного права. Так что, если что-то позитивное происходит в Крыму, как нам говорил об этом представитель оккупирующей державы, это не благотворительность, это обязанность, их обязанность. Оккупирующая держава должна делать все, что в ее силах для того, чтобы обеспечивать благополучие граждан Украины, которые продолжают проживать на оккупированном Крыму. Спасибо. Благодарю вас за выступление. Далее слово имеет Европейский Союз. Большое спасибо. Высоко ценю за эту возможность выступить. Благодарю организаторов, которые нас собрали по этой теме. Безусловно, это привилегия выступить сразу же после дорогого друга из Украины. И мне хотелось бы выступить с принципиальным заявлением от имени Европейского Союза. В ЕС много базовых принципов, которые обсуждаются, но их надо понять в рамках их воздействия на глобальную ситуацию ввиду того, что происходит в Крыму, в Севастополе и на Украине. И таким образом, прежде всего отмечу, что ЕС солидарно с Украиной поддерживает суверенность, территориальную целостность Украины внутри международно признанных границ. Незаконная аннексия автономной республики Крым и города Севастополь Российской Федерации, которая началась 6 лет тому назад, является прямым вызовом международной безопасности, что имеет серьезные последствия для международного правопорядка, который защищает территориальную целостность, единство и суверенность всех государств. Растущая российская милитаризация Крыма и Севастополя за последние годы негативно сказалась на ситуацию безопасности во всем регионе Черного моря. Но подчеркну, что это не только серьезно двусторонняя региональная ситуация, это ситуация, которая имеет международные глобальные последствия. В соответствии с резолюцией МИГА Европейский Союз вновь осуждает данный случай нарушения международного права. Мы продолжаем осуществлять последовательную политику непризнания незаконной аннексии посредством ограничительных мер совместно с партнерами. Призываем все государства рассмотреть возможные подобные меры непризнания в соответствии с резолюцией ГА 68/262. Призываем Россию выполнять свои международные
международные обязательства. Сожалеем, что России нет в зале сейчас. Нарушения, связанные с незаконной аннексией, должны быть остановлены, и ответственные должны быть привлечены к ответственности. Призываем остановить нарушение прав человека в Крыму в соответствии с докладом УВКПЧ ООН. Также приветствуем подход Украины, который стремится к правосудию, используя международную правовую систему, Европейский суд прав человека, арбитражные суды, Международный суд. Но выражаем обеспокоенность в связи с ухудшением положения в области прав человека в аннексированной республике Крым и города Севастополь, а также в некоторых районах Донецкой и Луганской области, которые сейчас не находятся в контроле украинского правительства. Также призываем РФ предоставить беспрепятственный доступ международным мониторам, также НПО в области правозащиты. Граждане полуострова подвергаются системному ограничению прав человека, фундаментальных свобод, свобод выражения, религии, вероисповедания, ассоциации, права на мирное собрание. Также мы обеспокоены негативным воздействием переселения российских граждан в Крым и напоминаем, что оккупирующая держава, как мы только что услышали, как сказал наш украинский друг, не должна депортировать или же переселять части своего населения на оккупированную территорию. Права крымских татар в особенности подвергаются нападкам посредством закрытия СМИ крымско-татарских, запрет на Меджлис, самоуправляемый орган, преследование лидеров и членов крымско-татарской общины. Мы ожидаем, что Россия отменит таковые решения и остановит давление на крымских татар. Правозащитники, а также юристы должны иметь возможность работать без запугивания и преследования. Оставшиеся случаи нарушения прав человека, злоупотребления, убийства, преследования, политически мотивированное преследование, дискриминации и запугивания должны проходить вдумчивое расследование. Приветствуем освобождение 35 украинцев включая некоторых лиц, в том числе моряков. Также сожалеем, что Россия освободила 24 моряков только 27 сентября, таким образом осуществляя постановление Международного трибунала по международному праву с промедлением. Призываем немедленно освободить всех незаконно задержанных заключенных и к выполнению международного права. Европейский Союз решительно поддерживает резолюцию о положении в области прав человека в Автономной Республике Крым и города Севастополь, Украина, которая представляется каждый год после 71-й Генеральной Ассамблеи ООН в Третьем комитете ООН, и призываю всех членов ООН решительно выступить в соответствии с международным правом и поддержать эту резолюцию в будущем. Благодарю вас. Благодарю вас, господин посол. Слово послу Литвы. Thank you, Mr. Chairman. I have the honor. Благодарю вас. Имею честь выступать от имени стран Северной Европы и балтийских стран Дания, Эстония, Финляндия, Латвия, Норвегия, Швеция, Эстония, Литва. Благодарим постоянные представительства Бельгии, Эстонии, Франции, Эстонии, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов, партнерскую миссию Украины за проведение формулы Ария. Тот факт, что столь большое число государств участвует, свидетельствует о политической релевантности и внимании, которое уделяют положению в Крыму. Я хочу поприветствовать всех докладчиков. Сегодня господина Антона Кореневича, Рифата Чубарова и Ольгу Скрипник. Вы представили нам столь необходимую фактологическую основу для нашей дискуссии в ООН. Но что самое главное, вы напоминаете нам о том, как вопросы, которыми мы занимаемся как дипломаты, сказываются на жизни обычных людей. Вспоминаем о 6-й годовщине с момента незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерации. Страны Северной Европы и Балтии настаивают на том, что Крым принадлежит Украине. Наша позиция неизменна. Мы не признавали и не признаем незаконную аннексию и будем придерживаться этой политики
включая все ограничительные меры. На протяжении 6 лет Россия совершает систематические нарушения на территории Крыма. Оккупационные власти России в Крыму занимаются преследованием активистов из гражданского общества, правозащитников, журналистов и других критиков их действий. Нас особенно тревожат нарушения прав тех лиц, которые принадлежат к меньшинствам и религиозным группам. Это крымские татары, украиноязычные общины и другие. Нарушения масштабные, ограничивают право на свободу слова, свободу ассоциации, свободу перемещения, религиозных убеждений и многие другие права постоянно нарушаются. Кроме того, произвольные задержания и аресты, принудительные исчезновения, пытки, жестокое и бесчеловечное обращение, притеснение меньшинств, незаконные обыски домов, физические нападения, постоянное возбуждение ложных дел по обвинениям в терроризме. Все это повседневная реальность в Крыму. А Россия в то же время проводит в жизнь политику изменения демографического состава в Крыму. Напоминаем о том, что оккупирующая держава не должна перевозить свое собственное гражданское население на оккупированные территории. Осуждаем все нарушения и действия, перечисленные выше, и просим незамедлительно освободить всех тех, кого незаконно задержали в Крыму. Такие действия направлены на запугивание жителей Крыма, включая членов гражданского общества и организаций гражданского общества, которые документируют нарушения и предоставляют помощь близким жертв политически мотивированных преследований. Все нарушения прав человека должны стать предметом расследования, а виновные должны предстать перед судом. Господин председатель, на протяжении последних 6 лет, несмотря на многочисленные обращения, Российская Федерация последовательно отказывает международным правочеловеческим миссиям по мониторингу в доступе для того, чтобы они подготовили доклад о положении с правами человека в Крыму, как это поручено в решениях и резолюциях Генеральной Ассамблеи. Внимание международного сообщества к ситуации с правами человека не ослабевает, однако оккупирующая держава нарушает основные свободы и права. Мы порицаем этот отказ в предоставлении доступа и призываем Россию как можно скорее дать беспрепятственный доступ к международным механизмам по мониторингу за правами человека для того, чтобы они могли выполнять порученный им мандат в соответствии с резолюцией 74/168 Генеральной Ассамблеи. Мы все возмущены попытками российских властей заставить замолчать информационные каналы. Правозащитники, независимые журналисты сталкиваются с отказом на въезд в Крым. Тарис Ибрахимов, журналист, недавно получил запрет на въезд в Крым на 36 лет. Это самый длительный запрет на въезд в Крым, который введен Россией, и абсолютно неприемлем. Господин председатель, Северная Европа и Балтийские страны отвергают новые нормы в Крыму, несмотря на то, что оккупирующая держава пытается убедить в этом остальной мир. Незаконная аннексия полуострова, система притеснений и климат страха, где каждого воспринимают, если его воспринимают как критика незаконной аннексии, ждут расправы и преследования. Мы призываем Российскую Федерацию, оккупирующую державу, уважать, защищать права человека в соответствии с международными обязательствами. Мы готовы работать вместе с международным сообществом для того, чтобы формировать культуру уважения к правам человека, в Крыму, который останется частью Украины, несмотря на незаконную аннексию России. Слово имеет посол Грузии. Thank you, Chair. Спасибо, председатель.
Я хотел бы поблагодарить Эстонию и прочих организаторов этого заседания, а также уважаемых докладчиков, за то, что они поделились своей информацией о положении в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь. Прежде всего, позвольте вновь выразить полную солидарность с Украиной и ее суверенностью внутри международно признанных границ и территориальных вод. 6 лет с момента инициации агрессии против суверенного соседа и незаконной оккупации и попытки аннексировать неотъемлемую часть Украины, положение в области прав человека на полуострове радикально ухудшилось. Очень важно, чтобы международные правозащитные механизмы получили бы беспрепятственный доступ от Российской Федерации на оккупированную территорию Крыма. Их системные и также резкие нарушения прав человека, фундаментальных свобод на оккупированной территории Крыма продолжаются, о чем говорится в докладах генерального секретаря, также в докладах УВКПЧ и других международных организаций, что включает в себя произвольное задержание, принудительное исчезновение, пытки, плохое обращение в задержание, также лишение прав справедливого суда, ограничение передвижения, попирательство прав свободы слова, собрания, выражения, принудительная воинская повинность, попирательство права обучения на родном языке. Тревожно, что этнические украинцы и крымские татары являются основной мишенью этих притеснений. Они незаконно задерживаются в тюрьмах в Крыму, сталкиваются с бесчеловечным обращением, пытками, лишены медицинского обслуживания. Что тревожно, Россия продолжает под прикрытием демографическую смену населения Крыма, включая предоставление российского гражданства всем апатридам и гражданам Украины, которые постоянно проживают в Крыму, а также 130 тысяч военных и государственных служащих были перевезены туда. Также в 3 раза увеличились воинские контингенты, и общая военизация полуострова создает угрозу для Украины и подрывает стабильность граничного региона. Также Россия, как оккупирующая держава, несет полную ответственность за все нарушения прав человека на этой территории, обязана выполнять свои обязательства по международному гуманитарному праву. Агрессия России против Украины, дорогие коллеги, это не изолированный случай, это продолжение такой же модели поведения, которую Россия начала в Грузии несколько лет тому назад. И схожие моменты удивляют. Россия оккупировала район Цхинвали, и сейчас этот район сильно военизирован. Там присутствует 10-тысячный воинский контингент с продвинутым воинским оснащением, которые не позволяют туда поступать международным мониторам. Ситуация в области прав человека также решительно ухудшается, как и в Крыму. Местное население лишено минимальных гарантий своей жизни. Последствия российской политики оккупации, будь то в Украине или же в Грузии, невозможно действенно рассмотреть без решительных международных действий. Международные действия важны, чтобы гарантировать соблюдение прав человека и МГП со стороны Российской Федерации. Благодарю вас. Благодарю, господин посол. Слово представителю Турции. Thank you. Благодарю вас. Благодарю организаторов этого заседания за то, что вы по-прежнему сохраняете этот вопрос в повестке дня Совета Безопасности. Я благодарю докладчиков за их оценку ситуации и важные сообщения. С момента незаконной аннексии в 2014 году правочеловеческая ситуация на Крымском полуострове значительно ухудшилась. Жители полуострова подвергаются систематическим ограничениям прав человека и основных свобод, таких как свобода выражения, религиозных убеждений, ассоциаций, право на мирное собрание. В частности, права человека крымских татар систематически становятся мишенью для нападений. Прошло 76 лет, но крымские татары до сих пор чувствуют последствия трагической депортации с их исторической родины, Крыма. Нет необходимости говорить о том, что эта депортация привела к большим потерям для крымских татар. Но спустя 76 лет члены крымско-татарского сообщества по-прежнему сталкиваются с запугиваниями, на сей раз со стороны де-факто властей Крыма.
Это включает в себя произвольные задержания, ограничение культурных мероприятий и введение уголовной ответственности для представителей Меджлиса. 6 лет прошло после незаконной аннексии. Запрещена деятельность Меджлиса, и неприемлемо, чтобы видные татарские лидеры, включая Джамилева и Рафата Чубарова, не имели возможности вернуться в Крым. Мы рады, что господин Чубаров присутствует сегодня на этом заседании. Оккупирующие власти ограничивают деятельность татарского сообщества. 25 тысяч вынуждены были покинуть полуостров с момента начала оккупации вследствие этого. Но, несмотря ни на что, крымско-татарский народ отстаивает свои права мирным способом, демократическими средствами после этой незаконной аннексии. Турция разделяет исторические и лингвистические связи с крымскими татарами, и у нас есть миллионы граждан крымско-татарского происхождения, поэтому этот вопрос не является вопросом внешней, не только внешней политики, и наша позиция четкая, мы полностью поддерживаем территориальную целостность, суверенитет Украины в рамках международно признанных границ и не признаем незаконной аннексии Крыма. Непризнание незаконной аннексии является принципиальным вопросом для нас, и мы были соавторами соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи ООН и рассчитываем на полное выполнение этих резолюций. Мы продолжим следить за положением с правами человека в Крыму и будем на всех площадках отстаивать права крымских татар и их справедливое желание жить свободно, без страха на земле своих предков. Спасибо. Я благодарю представителя Турции. Я должен объявить о том, что мы продолжаем сейчас нашу работу без синхронного перевода. Следующий выступающий представитель Польши. Expressing our appreciation to Estonia and all co-sponsors for organizing this both very timely and important meeting. Timely because 6 years have passed since the illegal annexation.